Здравствуйте еще раз. В развитых странах есть выражение, что велосипедный спорт это новый гольф. Я про это выражение раньше не слышал, только вот от вас, журналистов. Я специально не поленился, посмотрел в Гугле про это выражение и удивился. Да, соглашусь, что велосипедный спорт это прям очень классная площадка для общения, для отличного времяпровождения. Прям просто супер, когда ты едешь и рядом человек, может быть из разных социальных слоев, разной религии, разной внешности, расы, национальности, но ты одинаково с ним крутишь педали, это как-то сближает. Это вот надо прочувствовать, когда ты едешь по дороге, по большой дороге, где проезжают автомобили, ты едешь с группой велосипедистов, и вы как будто каждый велосипедист отдельно по-своему отдельная ячейка, но она как все эти велосипедисты как один большой организм плотно едут друг к другу, защищают друг друга от ветра, например, э, и от проезжающих автомобилей, и как-то это сближает в психологическом плане, наверное. По поводу наших реалий и велосипедного спорта в Казахстане, это это прям в точь, как про гольф. А, Насколько у нас нету полей для гольфа и инфраструктуры, настолько и у нас нету ничего для велосипедистов, для развития велодвижения. Велосипедистов у нас в Казахстане настолько мало, настолько и как туристов. По поводу менталитета еще, да, хочу добавить, что а, это тоже палка в двух концах получается. А, Чем меньше нас, велосипедистов, тем больше водители не понимают, что мы тоже участники движения, тоже участники дорожного движения, да, получается, мы имеем право передвигаться по проезжей части, но многие водители это не понимают, тупо потому что не знают правил. И насчет пробок, да, э, не знаю, менталитет, наверное, у нас поменяется только вот люди поймут, что велосипед это круто, велосипед это прям для здоровья хорошо. А по поводу второго вопроса, велосипед это партнер в спортивном плане, плюс это эстетическое удовольствие. Тут много плюсов. Почему? Потому что, м, например, велосипед, он не просто станок, да. Некоторые думают, что можно заменить велосипед там велосипедным станком, например, в зале или в доме. Но это у нас есть станок, но мы практически им не пользуемся. Например, мы с женой купили, чтобы зимой тренироваться, но мы практически им не пользуемся. Почему? Потому что э, это просто очень муторно. Например, час велотренировок в помещении, в дома, это как будто это так изматывает человека, как будто ты вне помещения, на улице, в дороге 4 часа или 3 часа измучился. Даже если перед собой поставить телевизор, там, хороший фильм, все равно очень муторно. А когда ездишь на свежем воздухе, утром, там, днем на улице или по трассе куда-нибудь за городом, э, просто это не передать словами. Время летит очень быстро. А,
и не замечаешь, что ты, например, проехал 50-60 километров. Иногда 50-60 километров даже на машине так как будто долго длится, да? А на велосипеде это прям просто не передать словами. Иногда мы думаем, что мы какие-то наркоманы, что ли, все время катающиеся и получающие от этого удовольствие. Ну вот, если сравнить с каким-нибудь станком, велосипед это прям несравнимо. Вообще не сравнить с каким-нибудь спортивным снарядом. Велотуризм я пришел через хайкинг, наверное. Все началось с 16 года, когда в Чимкенте организовался вот туркомпания «Клад». Евгений Малахов, основатель, вот, которая сперва занялась велосипедными поездками, а потом пешими. «Клад», к сожалению, сейчас только организует пешие маршруты, а велосипедистов у нас просто мало, поэтому, конечно, пешие маршруты более выгоднее. Из дальних поездок помню, а, мы в Тараз ездили на свадьбу другу с супругой вместе. Это как раз еще в июле было в самую жару. А, Вот мы рано в 6 часов утра выехали, и до обеда, получается, доехали. В Туркестан ездили 2-3 раза. Тоже приличное расстояние, 180 километров, по-моему. Да. Вот. В Ташкент ездили за пловом. Наверное, из самых тяжелых поездок велосипедных это Сусунген. Это высокогорное озеро, куда идут пешком 4-5 дней, получается. А мы с другом Диасом доехали за один день туда на велосипедах. Многие туристы удивлялись, что мы туда на велосипедах поехали. Вот самый тяжелый маршрут этот был. Велосипед для начинающих лучше, я думаю, выбрать МТБшный. Он подходит и для бездорожья, и по паркам катать, и по асфальту тоже подойдет. Предварительная подготовка, конечно, нужна человеку перед дальней поездкой. Например, я когда купил себе велосипед, это вот в 15 или 14 году, он у меня просто валялся, кстати, да. Я по городу боялся ездить с нашими водителями. Я чисто по двору, вот на районе катался там в день, может быть, 5-6 километров покатаюсь, вот такой довольный. А потом, как я нашел единомышленников, друзей, то начал уже катать большие дистанции, 50-60 километров, 100 километров, и даже 180 вон в Туркестан съездили. Когда человек катает чисто по району 5-10 километров, это совсем другое. И когда он выезжает за город 100 километров, это уже совсем другая нагрузка. Гостям Шымкента хочу обратиться тем, что приезжайте к нам в Чимкент. У нас много красот, у нас национальные парки, горы, степи и пустыни есть. Вот в Туркестане столько новых построек, новых мест, где можно кататься на велосипеде. А наш Южно-Казахстанский край прекрасен тем, что он неизведан.